Обвиняемый в незаконном хранении взрывчатых веществ Станислав Краснов в реанимации. Руководитель гражданского корпуса «Азов Крым» упал в обморок на суде, где ему должны определить меру пресечения. Подробности в сюжете. Третья попытка избрать меру пресечения Станиславу Краснову тоже оказалась неудачной. Прокуратура успела озвучить свои требования – арестовать с возможностью выйти на свободу под залог в 20 миллионов гривен. Адвокаты настаивали на мере пресечения, не ограничивающей свободу. В тот момент, когда судья ушел принимать решение, следователь СБУ попытался зачитать Краснову подозрение в причастности к терроризму. Стаття 59 Конституції України. Кожен має право на правову допомогу у випадках, передбачених законом. Ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисником. Но вручить подозрение в руки обвиняемому не удалось. Краснов потерял сознание. Соратники подхватили его на руки и вывели на улицу. Повезли в лікарню. Позже стало известно, что Краснов был доставлен в реанимацию одной из городских больниц Киева. Це справа, насправді, внутрішніх тьорок, умовно кажучи, українських спецслужб, яка вилилася в те, що звинувачують незрозуміло в чому хлопця, яка кидає тінь на добровольців, кидає тінь на патріотів, які були на Майдані. Станислав Краснов и его девушка Оксана были задержаны в воскресенье на Бориспольской трассе. СБУ обвинила их в незаконном хранении взрывчатых веществ. А Станислава еще в связях с российской разведкой. В Азове по-прежнему поддерживает своего товарища, активиста Майдана и одного из организаторов блокады Крыма. Против Краснова в России возбуждено уголовное дело, по которому его друг Андрей Костенко уже получил реальный срок. Роман Спиридонов, Заман, АТР.